Такой форум в Ингушетии проводится впервые. Это событие можно, безусловно, назвать важным после пандемии. За 2 дня эксперты в сфере государственного заказа и закупок обсудят нововведения федерального законодательства. Будут интересные лекции, встречи и не только. Для начала основной работы масштабного форума собравшихся в зале приветствует заместитель полномочного представителя президента России в СКФО Владимир Надыкта, ведущим экспертом в области госзакупок, представителям федерального казначейства, Минпромторга и территориальным органам антимонопольных служб важно выработать схемы дальнейшей работы и наладить взаимодействие. Это поможет достичь лучших показателей. Федеральная антимонопольная служба играет важную роль в развитии всех направлений. Дорогие друзья, от имени полномочного представителя президента Российской Федерации в Северокавказском федеральном округе Юрия Яковлевича Чайки позвольте вас всех поприветствовать, поздравить с этим замечательным для республики Ингушетия событием. В постпандемийный период не так часто нам пока еще удается собираться коллективами, чтобы уже вживую, а не с экрана, глядя друг на друга, обсудить проблематику. Тема сегодняшнего мероприятия как никогда актуальна, потому что правительством поставлены и президентом в первую очередь задачи по максимальному ускорению заключения контрактов, но чтобы эти контракты реализовывались в установленные сроки, необходимо их тщательно подготовить, разместить на государственной платформе и обеспечить в необходимых случаях качественное прохождение конкурсных процедур. В каждом регионе свои успехи в развитии определенных направлений. Так, в Ингушетии в 2021 году заключено более 3000 договоров и соглашений на рекордный для нашего субъекта 700 миллионов рублей. Традиционно Республика Ингушетия принимает участие в реализации национальных проектов. За последние 3 года построено больше 100 школ и детских садов. Законность и проведение всех торгов отслеживает региональная антимонопольная служба. Председатель правительства Ингушетии Владимир Сластинин отметил, что Ингушетия в числе успешных регионов, и нам есть чем гордиться. Вы знаете, что на последнем экономическом форуме в Санкт-Петербурге Владимир Владимирович Путин отметил Республику Ингушетия как одну из которой существуют высокие темпы роста и инвестиционной привлекательности. 24% мы вышли вперед, на 24% поднялись. И если 3 года назад мы просили и заманивали инвесторов, то за эти 3 года мы поняли, что надо создать им условия благоприятные. Сегодня у нас в республике стоит очередь порядка инвестиционных проектов, порядка на 40 миллиардов рублей. Поэтому здесь тоже нам надо вырабатывать вот эти новые подходы, модернизировать ФЗ и вместе идти вперед. Цель этого форума в первую очередь сделать экономику регионов СКФО более эффективной. Особенно это важно сейчас в санкционное время. Важными также являются вопросы новых изменений в законодательной системе в сфере госзакупок, а также национальных проектов. Собравшихся в зале с нововведениями знакомит заместитель руководителя ФАС России Петр Иванов. Важным нововведением в оптимизационном пакете поправок с точки зрения контрольной практики, осуществляемой ФАС России в сфере закупок, являются положения, направленные на борьбу с профессиональными жалобщиками. Введена универсальная предквалификация, которая заключается в установлении дополнительного требования к участникам закупок в случае, если НЦК равна и более 20 миллионов рублей. О наличии в течение 3 лет до даты подачи заявки исполненного договора, заключенного в соответствии с 44-м 223-м федеральным законом, со стоимостью не менее 20% от начальной цены контракта. Ну и, соответственно, с исполнением обязательств по уплате штрафов и пени по этим контрактам. Органы власти должны слышать потребности бизнеса, а бизнесмены должны уметь доносить свои предложения до органов государственной власти, уверены собравшиеся эксперты. Форум выводит главные вопросы на повестку дня. Представители торговых площадок ждут от таких встреч плодотворного сотрудничества и не только. Приходим к тому, что у нас сейчас все уходит в цифровизацию, у нас такое модное слово цифровизация, и все закупки, помимо того, что они все уже ушли в электронную форму, но
упростился порядок проведения, то есть сократили сроки по конкурсам, изменился порядок проведения аукционов, изменились взаимодействия заказчика-поставщика. То есть об этом, конечно же, все должны быть в курсе, все участники контрактной системы. Владимир Путин на экономическом форуме в Санкт-Петербурге заявил о необходимости увеличить долю госзакупок и услуг в сфере малого и среднего предпринимательства. Все это, безусловно, влияет на экономическое состояние страны в целом. УФАС Ингушетии проводит большую работу в этом направлении. Помимо прочего, общие вопросы решают взаимным сотрудничеством с другими управлениями по СКФО. Сегодня мы обсуждаем те изменения, которые были в законе в этом году и как их применять. Просто по некоторым нормативным актам, которые были в этом году приняты, есть разные подходы. Поэтому мы сегодня хотим прийти к правоприменению, к единому правоприменению по всей стране и распределить зоны влияния, зоны ответственности каждой структуры. Я могу сказать, что у наших коллег по Ингушетии очень обширная административная практика. Административная именно когда, в каком режиме нужно общаться с теми, кто является нарушителями позиции 44-го закона. В этой части мы видим, как активно, оперативно и очень, скажем так, плодотворно работают наши коллеги Ингушетии. И я могу сказать, в нашей практике мы как минимум с начала года 3 или 4 случая уже, так сказать, воспользовались. Много полезной и необходимой информации на встрече получили непосредственно специалисты контрактных отделений, предприниматели, которые работают в сфере госзакупок и заказа. С своей стороны у нас есть интерес именно в сопровождении предпринимателей касаемо 44-го федерального закона. И в данной ситуации для нас это был хороший, мы для себя выявили очень много интересных направлений, в которых можно двигаться, в которых можно развиваться. И есть понимание того, что нужно углубляться в изучение данного закона. И это в последующем приведет к тому, что и для бюджета региона это скажется положительно. Впереди у участников первого масштабного форума важные встречи, мастер-классы и семинары, на которых они должны прийти к общему мнению, а результаты работы повлияют на развитие экономики всех субъектов СКФО. Рина Цичоева, Мухаммад Дидигов. Новости 24.